родители и мои коллеги. Сегодня, как заведующая отделением предмета общего фортепиано, я разрешите начать наш отчетный концерт, который состоится в наших стенах нашей школы, дворца вот нынешнего. Да? Впервые в истории нашей школы отчетный концерт общего фортепиано. В моменте, да? И молодцы те родители, которые сегодня пришли в поддержку детей. И спасибо тем преподавателям, которые сагитировали всех своих родителей прийти, да? Но у нас на отделении обучаются 93 учащихся, и 7 преподавателей работают. И это если все вот так вот взять, да, всех если собрать, то минимум должно быть 100 человек. А я как смотрю, всем количество желает лучшего. Так, и маленько вот если коснуться, что такое общее фортепиано? Это такой предмет, который всегда считался второстепенным, и всегда на него не обращали внимания, как бы он был всегда второстепенный. А он у нас существует с начала образования нашей школы, с 1944 года, когда образовалась наша школа. Это, представляете, сколько лет-то прошло? И там, значит, было хореографическое отделение, струнно-смычковое отделение. И вот они уже начали тогда вот общее фортепиано изучать. И, значит, один из предметов общего фортепиано – это, значит, исторически сложный предмет. Значит, как я сказала, сейчас у меня работает вот 7 преподавателей, я заведующим стала, вот работаю только 3-й год. И я, значит, в этом году активно взялась за работу, и хочу, вот, чтобы все, кто работает в стенах нашей школы, и родители, все знали, что общее фортепиано – это очень важный предмет в обучении юного музыканта. И вот наши дети сами даже могут это вам порекомендовать, да? Они участвуют по своей специальности, там, кто на домре играет, кто на скрипке играет, кто играет на каком инструменте, все они изучают вот этот предмет общее фортепиано. И вот сегодня они впервые открывают плеяду целых вот отчетных концертов в нашей школе. Это историческое событие. Давайте мы сами себе бурно поаплодируем. Хочу сказать, что вот с 2013 года, с внедрением федеральных государственных требований, общее фортепиано приобрело такой очень важный статус. И отделилось от отделения фортепиано, который спецфортепиано, да, отделилось и приобрело свой статус. И это специфический предмет. Не каждый педагог, который вот обучает, ну, специалист, да, ну, который вот обучает ребенка специальности и который добивается там на конкурсах всяких высот, не каждый может это осилить. Не каждый педагог может работать с предметом общего фортепиано. Это очень способный талант. Я не себя хвалю, а вообще говорю, что это преподаватель, который может войти в контакт с ребенком и довести с ним такую работу повести, что он тоже участвует во всех конкурсах. И в конкурсах общего фортепиано очень много. И я сама вот, у нас в школе был школьный конкурс, и я вот когда стала заведующим, продвинула этот конкурс на общий, ну как открытый городской конкурс, и который сейчас у нас вот, с нами вот, принимают участие на наших конкурсах «Веселые клавиши». Это веселые клавиши, это две разнохарактерные пьесы, полифония и пьеса. Полифония очень сложный предмет, пьеса, да? Это многоголосие. И тут, значит, и какая-то пьеса, грустная или веселая пьеса. И вот дети вот, изучают эти пьесы и выходят на конкурс, выводят. И вот не только вот наша школа это принимает участие, ДШИ-1,
которые в нашей школе, да, и в нашем городе участвуют. Есть Жатай участвует. И к нам присоединились уже Улусы, Мирный, Ленск, Алдан, Сунтары, Майя. В общем, такая у нас география уже расширяется с каждым разом. И дети, вот, по сравнению с ними, наши вот, повышают свой творческий, вдохновенный вот этот статус пианиста общего фортепиано. Так, и у нас еще есть второй конкурс. Соната называется. Соната — это очень сложная пьеса. Крупная форма, классическая крупная форма. Мы начали вот с осени этого года, и к нам уже присоединились улусники. И вот дети, вот, которые у нас участвовали, да, лауреаты, дипломанты, и не один раз стали, и не только они, вот не наших конкурсов, а еще там у нас есть зимняя сказка, пассаж, музыкальный калейдоскоп, который проходит в ДШИ-1. Вот наши дети, такие как Парфенов Марк, мой ученик, Колесова Камила, вот Евдокия Семеновна ученица, Гасамбалаева Зарина, моя ученица, Ефимова Арюна, Антонина Арсеньевна, Путятина Катя, это Дорофея Михайловича, Старостина Евгения, тоже Дорофея Михайловича, да? Лонгинова Кристина, Наталья Андреевна и другие, и привносят в свою школу не только как специалисты, но и как учащиеся, изучающие второй предмет общее фортепиано. И вот в прошлом году, в 2021 году, я отстояла такое награду такую, да, как лучший ученик общего фортепиано нашей школы ДШИ-2. И им стал в 2021 году впервые Парфенов Марк, который принял за целый год очень много, ну не только за этот год, а и за прошлые года принял участие активно и всегда был лауреатом конкурса. Так что и в этом году наше отделение в январе месяце выступило как инициатор единого методического дня. Мы выступили со своими методическими сообщениями, так как был карантин, поэтому мы с учеником не работали, открытые уроки не давали, просто сообщения, доклады изучали. И вот это вышли на улусников тоже, они по Zoom все к нам подключились, это было около 100 человек, даже больше 100 человек, и приняли участие, и на будущее мы рассчитываем, что они примут активное участие, и будет у нас обмен опытом. Обмен опытом. Так, и со следующего года. И сейчас мы начнем наш концерт. Наш концерт дети впервые играют на сцене, некоторые вообще за роялем не сидели. Поэтому, пожалуйста, каждого поддерживайте дружными хлопками, аплодисментами. И сейчас первым пойдет у нас Бурнашова Сардана, хоровое пение, первый класс. Королькова. Поклон. Второй поворот. Первый класс, хоровое пение. Преподаватель Савинов Дорофей Михайлович. Ляховицкая. Ой ты, дівчина.
преподаватель Кирикова Дарья Иннокентьевна. Солитринская русская песня. Разрешите сейчас мне вручить, пользуясь случаем, дипломанта открытого конкурса, городского конкурса «Веселые клавиши» нашей школы. Награждается Кутукова Диана дипломом. Также награждается преподаватель Дарья Иннокентьевна. Где? Продолжаем наш концерт. Винокурова Саяна, 2 класс, отделение народных инструментов, тоже Кирикова Дарья Иннокентьевна, русская народная песня «Селезень». Испанов Максим, 3 класс, отделение ударных и духовых инструментов по специальности труба. Преподаватель Сергучева Екатерина Кимовна, Майкопа, Долги. Еще раз начни. Марк, 3 класс, хоровое пение. Это мой ученик. Ходаш, шалунишка.
Сочи на обучение образовательный центр, детский образовательный центр, образованный, организованный в Олимпийском городке в Сочи, да, Сириус называется. И там, значит, я проходила курсы повышения квалификации, как бы школа меня направила. И там было, я в восторге от этого приехала вся, из-за того, что очень хорошо организовано для талантливых детей. Вот наш президент Владимир Владимирович Путин отдал вот это талантливым детям. Там по всем предметам школьным идут все обучения. Ежемесячно приезжает по 800 детей. И вот, когда я ездила, впервые они собрали 90 преподавателей со школ, разных школ, разных регионов России. И мы, там были 90 человек, и 50 из них пианисты. И эти пианисты, мы как бы проходили обучение мастер-классу у всех преподавателей, у разных преподавателей в Московской консерватории, у преподавателей Санкт-Петербургской консерватории, и потом проходил конкурс «Созвездие», и там, значит, были 16 финалистов по пианисты, скрипачи, виолончелисты и духовики, и один ударник был. И они между собой вот соревновались 3 дня, и на 4-й день выявили, ну, когда вот уже там места заняли, 1, 2, 3, там по номинациям фортепиано, скрипка, струнные инструменты, духовые инструменты, значит, первые места боролись за гран-при. И они опять играли концерты Сен-Санса, Вивальди, Моцарта. Они играли с оркестром, прямо сочинским симфоническим оркестром играли. И вот так это было здорово, так поучительно. И я вот свою поездку обозначила в презентации школьном, да, вот у кого будет время, можете посидеть, посмотреть на вахте, там у нас телевизор большой стоит, там моя презентация идет. И вот какие дети, вот 12-летний мальчик занял гран-при. Так что все возможно в нашем мире. Наши дети тоже могут спокойно участвовать. И если вот захотеть, если вот заявку подать, и все возможно в нашем мире. Так что давайте дерзать людям. Занимайтесь, да? И продолжаем наш концерт. Пестова Жанна, 4 класс, отделение ударных духовых инструментов, преподаватель Халыева Антонина Арсеньевна, Спиридонова Алена, 5 класс, отделение струнно-смычковых инструментов, преподаватель Кирова Наталья Андреевна, тоже Гречанинов, но сейчас
И на 5 класс отделение хорового пения, преподаватель Кирова Наталья Андреевна, Гайрос, фантастическая пьеса. Павлов Никита, 5 класс, отделение хорового пения, Савинов Дорофей Михайлович, преподаватель, Городецкий, задиристые буги. Старостина Женя, 5 класс, отделение хорового пения, Савинов Дорофей Михайлович, Петр Ильич Чайковский, старинная французская песенка. Дмитриева Анжелика, 5 класс, отделение сольного пения, преподаватель Савинов Дорофей Михайлович, Игнатьев Чертова Колесо.
Катерина, 5 класс, отделение хорового пения, преподаватель Савинов Дорофей Михайлович. Гаврилин, Капричо. Света, 5 класс, отделение музыкального фольклора, преподаватель Кирикова Дарья Иннокентьевна, украинская народная песня «На горе, горе». Выступает Колесова Камилла, 5 класс, отделение струнно-смычковых инструментов, специальность скрипка, преподаватель Карманова Евдокия Семеновна. Грик, вальс, ля, минор. Ефимова Арюна, 5 класс, отделение хорового пения, преподаватель Халыева Антонина Арсеньевна. Белькович, полька.
ударных духовых инструментов, преподаватель Калыева Антонина Васильевна. Рейнеки Скирцина. Гасанбалаева Зарина, 5 класс, отделение хорового пения, преподаватель Герасимова Татьяна Васильевна, Раков Ольга. Как вы заметили, очень много учащихся 5 класса. Очень активные они у нас. И сейчас у нас продолжает выступление Федоров Юра, 5 класс, отделение ударных духовых инструментов. Есть, да, у нас? Преподаватель Кирова Наталья Андреевна, Роули в стране гномов. Выступает Дьяконова Надя, 6 класс, отделение струнно-смычковых инструментов, специальность скрипка. Преподаватель Карманова Евдокия Семеновна, Гиллак Фламенко.
Оля, 6 класс, отделение хорового пения, преподаватель Кирова Наталья Андреевна. Лопатенко Ольга. Класс, отделение струнно-смычковых инструментов. Есть она? Специальная скрипка Герасимова Татьяна Васильевна, Чайковский, Камаринская.
класс отделения народных инструментов, специальность гитара, преподаватель Кирова Наталья Андреевна, Скарлатти Ария. Дети, не расходитесь, пожалуйста. В конце будет общее фотографирование на память, потому что исторический день сегодня. И хочу сказать, что любой учащийся отделения, занимающийся по предмету общего фортепиано, получает расширенные знания по данному предмету и, участвуя в конкурсах, концертах, фестивалях разного уровня, закаляется как артист и уверенно себя чувствует не только на сцене, но и в разных жизненных ситуациях. И очень хорошо то, что и преподаватели, и родители понимают важность предмета общего фортепиано и подходят к решению проблем занятий на втором инструменте творчески и с уважением. Начинающие учащиеся, которые сегодня вот играли, да, они через 2 года, на 3-й год обучения, более продвинутые и активные, примут участие во многих конкурсах разного уровня. Занятия в классе общего фортепиано способствуют разностороннему развитию музыканта. Здесь приобретаются навыки аккомпанемента, чтения с листа, подбора по слуху. Благодаря владению фортепиано появляется возможность свободного знакомства с мировой музыкальной литературой. И в заключении концерта я со своей подругой, с Лидией Петровной Николаевой, исполним для вас пьесу в испанском стиле Натальи Смирновой, исполняет Герасимова Николаева.
концерт можно я слово скажу? завершен, концерт Не завершен. завершен. Не завершен. Татьяна Васильевна, я хотел бы сказать два слова по поводу сегодняшнего концерта. Я заведующий вокально-хоровым отделением. Как вы правильно заметили, что в основном выступали юные музыканты нашего класса вокально-хорового отделения, чему я очень сегодня рад. Я очень рад, что в наш коллектив вошли очень прогрессивные, креативные пианисты, выпускники Высшей школы музыки Республики Саха-Якутия имени Василия Госикова. И наши дети сегодня тоже стали по-другому современно играть различную классическую музыку. И, конечно, у наших молодых пианистов новое видение, европейское мышление. Я хотел бы, чтобы наши дети уже тоже стали такими. И я уже чувствую это. Мне очень понравился мой мальчик Марк Парфенов, который еще маленький, но я думаю, что со временем он тоже придет к этому. Сегодняшний пятиклассник, вы правильно отметили, это такой возраст, когда еще как бы все красиво, но впереди еще подростковый возраст. Поэтому очень хочется, чтобы... И хотел бы сказать, что я объездил полмира в Европе и в Азии, дорогие мои ученики. И видел во всех консерваториях, во всех институтах, во всех музыкальных школах, что это очень дорогое удовольствие. Поэтому я на каждом занятии по хору говорю, что вы должны воспользоваться такой бесплатным музыкальным образованием, игре на рояле, игре на инструменте фортепиано. Это самое дорогое удовольствие сегодня в Европе вообще. Когда любой мальчик или девочка садится за рояль, за фортепиано, начинает что-то играть, то это вообще считается престиж, это считается тренд, что это высокообразованный ребенок, что он интеллектуал, что у него родители вообще бизнесмены, которые платят большие деньги, чтобы его ребенок учился музыке. А у вас такая возможность есть, тем более учиться в такой прекрасной новой, вообще самой лучшей школе Республики Саха, у прекрасных педагогов, высококвалифицированных, опытных, как Татьяна Васильевна. Вы должны просто быть счастливы, что у вас есть такая возможность. И поэтому позвольте, как заведующим вокально-хорового отделения, пригласить сегодняшних наших педагогов к нам на сцену. Пожалуйста, Станиславович Михайлович, прошу вас на сцену. Я хочу каждого из вас, только моих учеников, только вокально-хоровое отделение. Я прямо сейчас быстро. Наталья, где? Наталья, идите сюда к нам. Пусть родители посмотрят, полюбуются вами. Где Афанасьевна? Никита, снимай, пожалуйста. Вот, и немножко можно сказать, Вадим Петрович? Можно, нужно. Слово, да. Я очень хочу поддержать свою подругу Татьяну Васильевну. Вот она подняла уровень общего фортепиано, мне кажется. Вот такие золотые слова сказал сейчас Владимир Петрович. Он сказал, что это тренд, да? Да, тренд. Да. Так что, Татьяна Васильевна, с приходом, как заведующая, мне кажется, вот в таком храме искусств вот это общее фортепиано поднялось на такую высоту. Да. И очень отрадно, что вы именно... Обычно как мы говорим, общее фортепиано, а здесь нет, у вас есть свои конкурсы, там веселые клавиши, да, и соната. Ну, молодцы, только успеха вам. Аплодисменты, дорогие. Аплодисменты, спасибо. На красивой ноте мы завершаем наш сегодня исторический наш концерт. Спасибо вам за то, что вы пришли. И в следующие разы, пожалуйста, не забудьте, бегите прямо ноги в руки и к нам в гости, на концерты наши, на конкурсы участвуйте. Детей своих приучайте, инструменты приобретайте, чтобы они, вот, представляете, вот Гофман, да? Гофман. Немецкий инструмент, как сказать, за граница у нас стоит вот такой красивый инструмент. Их даже две.
2 инструмента. И, пожалуйста, вот участвуйте на конкурсах, пейте. Давайте поднимитесь на сцену, сейчас мы общую фотографию.